Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему: стремительные перемены, изменения в вашей жизни. Загадайте, пожалуйста, на себя. Смотреть я буду на самый ближайший срок, на самые ближайшие дни. Загадывайте, давайте вместе узнаем, что же так стремительно начнет меняться, либо поменяется в вашей жизни. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ну, так неплохо, я вам скажу, очень даже неплохо. В левой стороне рог изобилия, в правой стороне огромная птица. Ну, очень... О, еще и ложка. Ну, давайте начнем с этой большой ложки. Ложка большая, она наполнена чем-то хорошим, вкусным, еще и с горочкой. Возможно, вы действительно в чем-то очень сильно нуждались. Возможно, вы испытывали какие-то лишения, грубо говоря, да, понимали, что вот недополучаете, не додает вам Вселенная. Может быть, вам в прямом смысле слова кушать нечего было. Да, и такое может быть. Вот в левую сторону, вернее, смотрит, да, ложка с горкой. Получите сполна. Будете сыты и довольны. И, наконец-таки, начнете получать свое. От жизни, от судьбы, от мироздания. Причем не просто получать, но и с горочкой, понимаете, с добавочкой, больше, чем другие. Как говорится, наконец-то и вам улыбнется удача. Счастье придет в вашу жизнь. Кстати, у кого-то отыграется, что вас кормить будут. Допустим, если вы женщина, то мужчина, да, для вас там все сделает. Если вы мужчина, то женщина. Ну, хороший на самом деле знак, такой, знаете, жизнеутверждающий. То есть ради чего жить, да. Будущее вас точно порадует. Но вот сытый, довольный человек передо мной. И ложка с горочкой, понимаете, не просто наполнена, с горочкой. Это прям четко так отметили, да, чтобы вы для себя понимали. Больше, чем обычно, либо больше, чем другим. Так, еще. Здесь шляпа. Шляпа, в которой вы долго сидели, да, под этой шляпой долго сидели. Здесь явно кто-то водил вас за нос, а здесь были пустые обещания. Здесь даже у кого-то отыграется как самообман, да, вы сами себя обманывали. Но шляпу вы эту, не то чтобы скинете, скорее ветер перемен, ее просто сдует с вашей головы. Да. Пришло время узнать правду, либо раскрыть глаза пошире. Увидеть, услышать то, что не хотели, либо не могли увидеть и услышать. Ветер перемен сдувает шляпу. Шляпа прям такая, с широкими полями, то есть она вам прям все закрывала, заграждала, и вы действительно и глухие, и слепы были под этой шляпой. Кто на вас ее одел, не знаю. Возможно, вы и сами в свое время на себя ее одели. А возможно, кто-то постарался и прям вот так нацепил на вас со всей силы, так что прям вообще ничего не видели. Но ветер перемен ее сдувает. Хорошо, замечательно. Так, еще в левой стороне. Стрелка указывает на вас, но не указывает на какого-то другого человека. Выбор будет сделан в сторону вас. Вот чего бы это ни касалось, когда выбирают между вами и кем-то, то выбор будет сделан в сторону вас. То есть вас выберут, да, на вас палец показывают, вы с вами это произойдет. Ну а тот, кто конкурировал, претендовал, может быть, на то, что и вы, человек остается в пролете, в пустоте. Около этого человека пусто, а на вас указывает стрелочка. Ну, замечательно, это хорошо. Так, в вашем доме что-то будет происходить.
начнет происходить, меняться, улучшаться, ремонтироваться. Опять же, дом был пустой, наполнится людьми хорошими, добрыми, веселыми. Да, там, где, грубо говоря, тишина была, будет смех и радость. Там, где было пусто, станет густо. Да? Может быть, продуктов вам действительно не хватало, либо каких-то нужных вещей. Вот они идут в ваш дом. Они будут приобретаться вами для себя, либо кто-то будет приобретать для вас. Опять же, у нас отсыпка общая, и так может отыграться. Но дом наполняется очень теплой, положительной энергетикой, когда, знаете, оживает все в вашем доме. И также, если в доме были постоянные склоки, скандалы, ссоры, выяснения отношений, то меняется все на позитивчик, на радость, на заботу, нежность, доброту. То есть здесь ветер перемен только положительное приносит. Выдувает все негативное, положительное заносит в ваш дом. Вообще посветлеет ваш дом. Вот в прямом смысле слова посветлеет. Энергетика улучшится. И прям дышать будет и приятно, и свободнее, и полной грудью. Хорошее улучшение в доме. Но если вы в поиске жилья, то вы его точно найдете. Причем есть у вас представление, да, вот мечта. Вот есть пожелания, да, особые пожелания, либо особые предпочтения. Вы найдете даже лучше. Даже лучше найдете. Но дом прям светлый, он как от негатива избавляется. От пустоты. Так, чуть выше 2 человека, повязанные судьбой. В одной связке идут. Правда, идут в разные стороны. Женщина, значит, направо, мужчина налево. Но это неудобно, это некомфортно. Ну, так не бывает, да, так вы далеко не уйдете. Женщина идет в правую сторону, в правильную сторону, а мужчина почему-то тормозит, да, и ему хочется налево. Смотрите, этот мужчина с кем-то будет разговаривать, не с вами, с кем-то другим. И тот человек ему просто вот мозги на место вправит. Ну, в прямом смысле слова, да. Расскажет ему, где он не прав, в чем он не прав, выскажет, поругает, пожурит. Мужчина прислушается к этому всему, он с этим согласится. Вижу, что мужчина поворачивается к вам и следует за вами, пока он идет за вами. Не наравне с вами, то есть вы не вместе идете, грубо говоря, да, рука под руку, а он идет именно за вами. То есть он пытается вас догнать. Но это уже хорошо. То есть мужчина будет делать по-вашему. Он принимает ваше мнение, он с ним соглашается. Он пытается вас догнать. Хороший момент, очень хороший. Для тех, кто расходился недавно, по инициативе мужчины будет примирение, будет свидание, будет примирение. И мужчина вам что-то будет предлагать. Предлагать, опять же, для вас хорошее. Он следует за вами. Возможно, чуть дальше, чуть попозже вы уже будете идти прям вместе, нога в ногу, пока он следует за вами. Так, круг изобилия. Смотрите, есть человек, который вам предлагает, либо для вас открывает дорогу к этому кругу изобилия. Ну, это богатство, это получение каких-то благ. Здесь вам кто-то либо будет предлагать, либо подсказывать, либо научит, что делать. Ну, хороший момент. Рог этот не маленький, то есть следует этим воспользоваться. Видите, человек вас как приглашает, как дорожку вам открывает, показывает. Да? Иди туда, следуй именно этим маршрутом. Хороший человек, действительно хороший. Не забудьте поблагодарить этого человека. И обязательно воспользуйтесь этой дорогой. Свою изобильность вы точно найдете. Сейчас вы только лишь становитесь на этот путь, но поверьте, результаты того стоят. Тем более, судя по времени, где-то следующий месяц, под конец следующего месяца уже вы будете у этого рога стоять. Точно будете. Так, большая птица. Благие вести, хорошие новости. Опять же, по птицам еще и встречи могут отыграться. Документы, бумаги, договора. Птица летит в вашу сторону. Очень большая, судьбоносная птица. Все не просто так.
новости, бумаги, сообщения, разговоры, которые качественно влияют на вашу жизнь, на вашу судьбу. То есть разворачивают вашу жизнь в лучшую сторону. Вообще, мне кажется, что именно это событие вы очень долго ждете и уже потеряли как бы надежду. Да? Надежда угасает. Вы знаете, летит. Летит, причем неизбежно, что она долетит, и неизбежно, что вы это все получите. Может быть, в пути задержалась, может быть, вы что-то там по срокам неправильно определили. Но то, что вы ждете, вы точно получите. И если это, например, хорошие новости, то очень много радости. Много радости, много позитивных впечатлений от этой птицы идет. Кстати, если вы хотели сами куда-то полететь, вот в прямом смысле слова, да, на самолете, то у вас это все получится. Вы сможете осуществить задуманное, потому что летит в вашу сторону. И опять же, это голубь, мир, примирение, хороший, добрый знак для вас. Так, змея. Мужчина придавил змею палкой с вашей стороны. Попытка напасть на вас будет пресечена, причем мужчиной. Здесь мужчина за вас заступается. Мужчина. Смотрите, ну, допустим, кто-то против вас копает, да, либо кто-то вообще враждебно в сторону вас настроен. И ваш мужчина сможет вас защитить. Да? Так выйдет и скажет: не трогай, да, не лезь, а то пожалеешь. Опять же, могут быть происки коллег, сотрудников, да, с кем вы работаете. Тогда за вас заступится ваш начальник, скажет: а ну-ка, не смейте, да, не трогайте. Но змея — это кто-то, знаете, хитрый такой, из-под-тишка действует. И вот мужчина останавливает эту змею, не дает ей вас укусить, не дает ей, осуществить задуманное. С правой стороны вам это очень понравится, очень приятно. Опять же, какой-то элемент неожиданности. И одним врагом, недоброжелателем станет меньше. Само такое событие эпичное. Так, что дальше? Тяжелый путь к успеху. Очень много человек вкладывался в свой успех, в свое достижение. Тут, смотрите, и мыши, и совы, и чего только не было. Крым и Рым и медные трубы человек прошел для того, чтобы добиться успеха. А успех, он, к сожалению, на черепахе едет. Медленно, да, медленно все это происходит. Хочется подогнать, хочется скорее. Кстати, я вот заметила, последние, может быть, несколько недель очень много образов черепах выходит. Мои хорошие, либо вы очень нетерпеливые люди, либо действительно есть осложнения, да, которые все затормаживают в вашей жизни. Но, тем не менее, человек, пройдя все испытания, успеха своего добивается. Но мне почему-то кажется, что это как-то с мужчиной тоже связано. Больше как мужская энергетика идет. Может быть, мужчина хотел что-то сделать, чего-то добиться, как-то реализовать себя. Но вот как бы вам ни мешали, как бы вас не останавливали, какие бы страхи у вас ни присутствовали, вы уже без 5 минут у своей цели. Так, еще я вижу, что вы от чего-то откажетесь. Откажетесь от чего-то ненужного, бесперспективного и затратного. Возможно, у вас были какие-то мысли, желания, что-то вы делали. И вот наконец-таки вы поймете, что ни к чему, да, это мне ни к чему. Это не стоит моего внимания, не стоит моих затрат. И знаете, это будет очень правильно, вам прям аж полегчает, когда вы от чего-то ненужного откажетесь. Такой момент яркий. Энергетика очистится, меньше головных болей будет, меньше бессонных ночей, да, и меньше тревожности у вас будет. Как будто бы не тем занимались, не на то время тратили. Хорошо, что все это поймете. Причем вы это поймете как-то вот резко, да, 1 минутой, 1 днем. То
То есть утром вы еще хотите, занимаетесь, а, например, днем уже понимаете, что нет, нет, это не мое, я просто трачу время. Так, еще показываю человека, который мчится в вашу жизнь. Мчится, как будто бы опаздывает. Резкое появление, резкий приезд кого-то в вашу жизнь. Вы этому очень обрадуетесь. Хотите, надеетесь, но почему-то не ждете, а человек появится. Ну вот, видите, едет человек, спешит в вашу жизнь. У кого-то знакомый, а у кого-то, например, ну вот вы загадывали, да, хочу встретить человека для серьезных отношений. Уже просто летит он в вашу жизнь, стремительно причем летит. Но вот это событие, оно для вас вот прям самое желанное, и менее всего вы в него верите, но оно точно произойдет. Замечательно. Так, забор. Какой-то забор будет между вами и кем-то. Причем человек сам выстраивает этот забор. Очень обидчивый человек и человек, который способен на месть. Вы, возможно, переживаете из-за того, что вы с этим человеком не общаетесь. Но поверьте, скоро все поменяется. И вы поймете, что слава Богу, что я с этим человеком не общаюсь. Да? Потому что человек очень мелочный и очень мстительный. Немножечко, знаете, как с головой, наверное, не дружит. Но нельзя быть таким человеком. Явно вот как вам повезло, да, что этот человек на вас обиделся и между вами и собой выстроил забор. Вы что-то об этом человеке узнаете. По совам что-то узнаете страшное, что вас вот не на шутку напугает, но с другой стороны вы выдохнете и скажете, ну хорошо, что мы уже не общаемся. Да? И прям подальше будете держаться, и со временем и думать об этом человеке перестанете. Так, на работе у кого-то что-то стремительно поменяется, как застой, болото, нет клиентов, начальство не замечает, в упор не замечает, а вы ведь стараетесь, а вы ведь молодец. Смотрите, как-то на вас внимание обратят, да, руководители, вышестоящие, прям рассмотрят, кто вы есть, что из себя представляете, насколько вы профессиональны. А у других отыграется, что какой-то поток людей просто ринется в вашу сторону. И людей будет очень-очень много. И уже вы будете выбирать, с кем вам работать, какие, например, заказы вы будете брать, какие вы не захотите брать. Но такие горячие денечки вас ждут. Работайте, зарабатывайте. Можно много заработать. Причем в очень короткий срок. И опять же, почему-то ваше имя звучать станет. Люди о вас говорить будут хорошее. Но если клиенты, то сарафанное радио. Если вы на кого-то работаете, то вас явно будут премировать, награждать, как-то вот отмечать среди других сотрудников. Так, еще я вижу желание. Желание, которое вы загадаете, и оно очень быстро исполнится. А знаете, почему быстро исполнится? Потому что это желание, оно очень для вас полезно. Не успеете вы его загадать, как оно исполнится. Либо кто-то для вас его исполнит. Тоже, знаете, как одним днем, либо сутками это все идет. Очень быстро произойдет. В самом венце возможность, смотрите, человек лежит, отдыхает, расслабляется, спокойный, довольный. Знаете, отдохнуть, по-настоящему отдохнуть. Не думать о плохом, не переживать за что-то, а вот расслабиться и отдохнуть. У вас такая возможность появится. Ну, либо вы конкретно сможете отдохнуть. Пусть не продолжительный срок, зато качественно, да, качественно вы отдыхаете, восполните свои силы, как наполнитесь ресурсом, придете в себя, действительно отдохнете. Это вам на благо пойдет. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.